Приветствую. Сегодня мы погружаемся в историю каракитаев, ну или западного Ляо. Да, это загадочная империя. 1124-1218 годы. Основана киданьскими беженцами Центральной Азии. И вот о них известно как-то очень мало. Особенно если говорить об археологии. Материальных следов почти не было. Верно? Почти. Письменные источники, но они есть, но часто предвзяты, а вот с находками была проблема. Но недавние раскопки все могут изменить. Это вы про мавзолей Кокташ, который в Кыргызстане? Именно. Его раскопали в 2017-2018 годах. Это подземное сооружение, и вот оно-то, возможно, и есть ключ к Каракитаям. Да, я читал. Изначально его вроде как считали просто необычной мусульманской усыпальницей. Но авторы статьи, которую мы сегодня разбираем, Михаль Беран и ее коллеги. да, они утверждают, это первая опознанная гробница элиты каракитаев. Прямо так. Именно так. И это очень серьезная заявка. Потенциально это переворачивает наше представление об их культуре здесь, в Центральной Азии. Давайте разбираться, почему они так считают. Что там особенного? Находится он, как я понимаю, в Качкорской долине. Да, Качкорская долина — это относительно недалеко от Баласагуна, бывшей столицы Каракитаев. И что архитектура? Она какая-то специфическая? Вот. Главное — это ее поразительное сходство с гробницами династии Ляо, той самой из Северного Китая, откуда китане и пришли. То есть, как это выглядит? Смотрите, это подземное сооружение, построено из обожженного кирпича, две камеры, одна передняя, прямоугольная, и основная квадратная, с куполом. А вход? Вход с юга. И вся структура ориентирована строго по оси юг-север. Это очень напоминает элитные гробницы Ляо. Прям один в один? Гробница Джан Шицина — это начало XII века. Понятно. Архитектура — сильный аргумент в пользу связи с Ляо. А внутри? Что нашли внутри? А вот внутри самое интересное. В кирпичном саркофаге лежали останки двух человек. Мужчина и женщина. Вероятно, пара. Обычное захоронение, вроде бы. Не совсем. Самое важное, их тела были обернуты. С сеткой. Сеткой из бронзовой или медной проволоки. Вот как. Сетка из проволоки. Но это же классика Ляо. Это их фирменный знак, так сказать. Совершенно верно. Это уникальный погребальный обычай именно киданий. У мусульман такого не встречается. Совсем. И ведь что интересно, сохраняется именно этот, очень специфический элемент идентичности, а не, скажем, стопроцентное копирование архитектуры. Она-то, получается, адаптирована. Да, и сам материал сетки — бронза или медь, а не золото или серебро, как у самой высшей знати Ляо. Это тоже о чем-то говорит? О статусе? Точно. Это может указывать на принадлежность к местной элите каракитаев. Не к самой правящей верхушке, но к знати. Возможно, и лица были закрыты масками из того же металла, как это было принято в Ляо. Хорошо, сетка — это очень весомо. А еще что-то указывало на Китай или Ляо? Да, нашли еще находки. На полу лежали нефритовые пластинки. Маленькие такие, 12 штук, стопками. Нефрит, он же ценился и в Ляо? И в Ляо ценился, и здесь его добывали в Хотане, который как раз был под властью каракитаев. Так что это и связь с Ляо, и местный ресурс. Логично. Что еще? 2 бронзовых зеркала. Одно из них большое, без узора. Очень похоже на зеркало из знаменитой гробницы принцессы Чэнь династии Ляо. Ух ты, зеркала тоже важный маркер. И еще керамика, фрагменты синей глазурированной керамики, из них удалось собрать низкий столик на 4 ножках. Столик. Постойте, а ведь похожий столик, кажется, находили в Таразе, тоже в гробнице, которую связывают с каракитаями. Именно, есть такое предположение. Возможно, это местные варианты ритуальных столиков для подношений. Они характерны для гробниц Ляо, особенно, опять же, для ханьских, но при этом, важно подчеркнуть, есть и явные местные черты. Какие? Сам кирпич, он такой же, как в постройках Бураны, то есть Баласагуна. Синяя глазурь, она была очень популярна в этом регионе как раз в XII веке. И нефрит, как я сказала, хотанский. То есть это явная адаптация, использование местных материалов, местных технологий. Да, получается, кокташ — это такой культурный гибрид,
Смесь киданьских традиций, китайского влияния и центральноазиатских реалий. И это как раз отражает сложную идентичность самих каракитаев. Похоже на то. Они сохранили ключевые маркеры своей киданьской культуры, вот как этот погребальный обряд с сеткой, но при этом явно интегрировались в новую среду, заимствовали местные элементы. Что, в общем-то, согласуется с тем, что мы знаем из текстов. Правили в основном мусульманским населением, но сами ислам не принимали. Опирались на престиж Китая, на свои кочевые традиции. Да, именно так. Значит, Кокташ — это первое такое по-настоящему весомое археологическое доказательство, что киданьская идентичность здесь, в Центральной Азии, сохранялась. По сути, да, это очень серьезная находка. И она заставляет по-новому посмотреть и на другие не очень понятные захоронения в регионе. Какие, например? Ну, те, что раскапывал Фетисов еще в XIX веке там же, в Кочкорской долине. Или Бернштам в Чуйской долине. Байпаков копал под Алматы. Женское погребение в Таразе, о котором упоминали. То есть у них есть общие черты. Есть. Они тоже подземные, кирпичные, часто с северной ориентацией. Там находили нефрит, зеркала. Раньше их не могли уверенно атрибутировать. А теперь? Теперь пазл начинает складываться. Это может быть целая серия каракитайских памятников. Вполне возможно. Кокташ задает некий эталон, с которым можно сравнивать. Получается, этот мавзолей не просто уникальный памятник сам по себе. Это прямо окно. Окно в то, как целая элита, целая империя сохраняла свою идентичность вдали от родины. Да, и как она адаптировалась к новой реальности. Это редкая возможность увидеть каракитаев не только через призму чужих, часто враждебных текстов. И что дальше? Есть перспективы у этого места? Безусловно, георадарное сканирование показало, что рядом с Кокташ есть следы и других подземных сооружений. То есть это может быть целый некрополь, кладбище. Очень вероятно. Дальнейшие раскопки могут дать нам просто бесценные сведения о материальной культуре, о социальной структуре этого, очень интригующего государства. И вот, наверное, финальная мысль для наших слушателей. Если погребальные ритуалы, такие специфичные, оказались настолько устойчивы, Да. то какие еще аспекты киданьской культуры, может быть, язык, какие-то верования, социальные нормы, могли пережить эту миграцию? И как они взаимодействовали с местными традициями не только в момент смерти, но и в повседневной жизни? Хороший вопрос. Поиск ответов, похоже, действительно только начинается. На этом наш сегодняшний разбор завершен.